Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта и поклонники передач телеканала «Вардиш». Мы продолжаем серию откровенных интервью с заметными личностями сферы спорта страны. И сегодня гость нашей передачи – основатель Федерации тэквондо, ИТФ и кикбоксинга, обладатель черного пояса 9-го дана Мирсаид Яхьёев. Грандмастер, так ведь обращается, да, к обладателю 9-го дана? Да. Добро пожаловать в нашу передачу. И самый первый вопрос. В 1992 году вы основали Федерацию тэквондо ИТФ в Таджикистане. Откуда появилась идея создания данной федерации? Вообще, если говорить точно, то федерация должна была быть создана в 1991 году, когда я впервые обратился в Министерство юстиции с просьбой зарегистрировать федерацию под названием Национальная федерация тэквондо Республики Таджикистан. А в то время о тэквондо очень мало людей имело какую-то информацию, и так получилось, что в Минюсте мне сказали: вы должны принести нам письмо со спорткомитета, тогда был Госкомспорт, с обоснованием, что есть такой вид спорта, и вы можете создать такую федерацию. Хорошо, я пошел в спорткомитет. К сожалению, в то время и там не очень хорошо были осведомлены об этом виде спорта, хотя он буквально через некоторое время стал олимпийским, только другая ветвь этого тэквондо ВТФ. И тем не менее, тогда сказали нет, сказали: давайте так, вот у нас есть ассоциация восточных единоборств, которую возглавлял один из моих знакомых, который занимался карате. И вот с его, только если он даст одобрение, я сказал, как это президент ассоциации восточных единоборств будет давать одобрение на создание федерации, общественная организация будет давать разрешение на создание общественной организации. К сожалению, нонсенс. Тот человек, которому поручили это решать, он решил в свою пользу. Он сказал: нет, президент федерации тэквондо будет мой братишка. И я вышел раздосадованный, весь, меня трясло буквально, понимаете, потому что я прошел специальную подготовку, в Ташкент выехал для этого, потому что специалисты только первый раз приехали в Ташкент. Они начали не с России, а с Узбекистана. А я определенное время жил в Узбекистане, когда служил в армии, и выступал, и даже являлся двукратным чемпионом Узбекистана по карате. Поэтому друзья позвонили, говорят: приезжай, здесь у нас спец приехал, из первых рук будем получать. Карате не с кого-то, кто там в России учился или где-то там, а конкретный кореец, который только на корейском разговаривает. Я, естественно, собрался, поехал и отучился, и получил. Через 8 месяцев я получил черный пояс, первый дан. Хотя мне предложили сразу второй дан, как руководителю федерации, которая должна была быть создана в стране. Я сказал: нет, я буду получать технически. И другой вопрос. Тогда я вышел, меня трясло, я встретил своего давнего друга, это Ширина Мамацафоева, который был председателем спорткомитета города. И они в соседнем подъезде, тогда находился их офис. Он увидел меня, говорит: что с тобой? Я объяснил, он говорит: пойдем ко мне. Мы зашли, он говорит: давай создадим городскую структуру для начала, а потом попозже сделаешь национальную федерацию. И с его легкой руки, подачи я создал Душанбинский центр развития тэквондо. Это первое, что было. Но это Душанбинский центр тэквондо, и сегодня он является сердцем Национальной федерации тэквондо, потому что вначале он был создан как коллективное предприятие, сегодня это уже ООО, общество с ограниченной ответственностью, которая выполняет роль основной финансовой составляющей Национальной федерации тэквондо. Все же, почему выбрали именно тэквондо ИТФ для создания, а не ВТФ, которое в итоге стало олимпийским, а ИТФ до сих пор остается, так изгоем. Скажем, не то чтобы изгоем, а непризнанным со стороны Международного олимпийского комитета? Очень хороший вопрос. Потому что, когда я первый раз поехал в Ташкент, те люди, которые позвонили мне, мои друзья, они все бывшие каратисты, они разделились на две. Часть пошла в ИТФ, часть в ВТФ. И первую трёхку, в которую я попал тем, которые в ВТФ занимались.
Я приехал к ним на тренировку, посмотрел в шоке. Это мне так понравилось. Эти скорости, эти ракетки, это все форма. Шок настоящий. Говорю, все, я буду заниматься этим видом. Все. Я даже еще не знал, что есть другой тэквондо ИТФ. Буду только этим заниматься. Вечером позвонил мне другой друг, говорит, ты где, куда пропал? Я говорю, я сегодня ходил там вот к этому другу, Гремляну, он мне, короче, показал, там супер. Он говорит, слушай, ты приди на наш. Я говорю, а ваш что, то же самое? Он говорит, нет, это другой. Как я говорю, тэквондо? Он говорит, да, так же, как Кёкушинкай, Ситорю, это все есть. Говорит, здесь тоже это разновидность. Приходи сюда. Ну ладно, пришел, и когда я это посмотрел, а там я задал вопрос, а почему руками не работает? Он говорит, а здесь вот такая, вот по правилам руками удары не засчитываются. Ну, тогда еще электроники не было вообще, только сила удара. И чтобы засчитали удар рукой, там, а в голову вообще запрещены были даже движения в сторону головы. Это, конечно, мне не нравилось, потому что мы как-то, ну, я прошел школу, да, кстати, в армии был, руководил циклом рукопашный бой и получил квалификацию инструктор по рукопашному бою на основе карате. Еще стал чемпионом СССР среди высших учебных заведений МВД и КГБ СССР по рукопашному бою. Это в то время было. Впечатляюще. Это очень... Поэтому я чисто прикладную сторону смотрел. И когда я посмотрел ITF с ударами руками, все эти, я однозначно решил, нет, я буду заниматься. Но чтобы не обижать тех, я привез друга своего, Фахридина Умарова, который сейчас он в Беларуси живет. Он был моим заместителем. Сказал, ты пойдешь по этой, я пойду по этой. То есть мы два вида будем развивать в Таджикистане. Но я выбрал это только из-за того, что прикладная сторона. И хотя мне говорили, что это в будущем олимпийский, а тут еще неизвестно что. А тот просто, понимаете, Северная Корея, государство-изгой. При этом, что этот вид очень большое распространение в мире имеет, и в то время тоже имел. Но статус государства не позволял, чтобы Олимпийский комитет международный признал его как вид спорта, его до сих пор не признали. Но сегодня идут переговоры между ВТ, термин ВТФ, знаете, да, ВТФ, да. Между ВТ и ITF. Я вам покажу фотографии. Очень активно идут переговоры. И идея переговоров заключается в One World, One Taekwondo. Произойдет объединение. Да, объединение. И как только произойдет, вот они придут к единым правилам, мы станем олимпийскими. Я уверен, что это будет очень скоро, в обозримом будущем. Ну, вообще-то, если заглядывать в исторический аспект, то тэквондо был единым. Просто из-за политических разногласий Северной и Южной Кореи основатель перешел в ITF, потом южнокорейцы создали ВТФ. Альтернативно, да. Из-за того, что мир не поддерживал Северную Корею, так получилось, что больше распространения и статус олимпийского получил именно ВТФ, который сейчас называется Samsung ВТФ. Electronics, который все время выступает в качестве спонсоров, да, это понятно. В 1995 году в Душанбе состоялся международный семинар под руководством основателя мирового тэквондо, президента Международной федерации тэквондо ИТФ генерал Чой Хон Хи. Да. Каким образом он был приглашен в город Душанбе, в нашу страну, в разгар, так скажем, войны? В 1994 году вначале приехал сюда инспектор по странам СНГ, мастер Лин Сок, который проводил инспекцию, ну, как тэквондо развивается в разных странах СНГ. Вот пришла наша очередь, он приехал к нам, посмотрел и возмутился. Потому что здесь только в 92 году 8 месяцев у меня работал кореец, потом вот эта война, я еле-еле его вывез отсюда. И сдал в посольство в Северной Корее, в Москве. И после этого в тех условиях, в которых мы находились, никакого корейца сюда пригласить было невозможно. И я развивал это все сам. 8 месяцев я стоял в строю. Будучи президентом, он говорит, ты что стоишь в строю, ты президент, вон нам сиди, смотри со стороны. Я говорю, нет, я буду делать, ты завтра уедешь, я должен продолжать это дело, я должен это все освоить. Я стоял и выполнял все это. Когда он уехал, я начал развивать. Но опыт 11-летний мой, карате, ушу, которым я занимался очень активно, я взял сюда, перевел несколько упражнений оттуда, отсюда. Ну, то, что наработал как тренер в тех видах спорта. И это Лин Суку не понравилось.
Когда он приехал, увидел мой тренировочный процесс, ты что-то здесь таджикское тэквондо придумал. Короче, ты неправильно идешь, не по тому направлению, тогда я вот сообщу. Я говорю, а что тебе не нравится? Я говорю, в принципе-то цель одна и та же. Как мы развиваем физическое качество, это у каждого свой подход. Не обязательно выполнять то, что вы рекомендуете. Мне некоторые упражнения ваши не нравятся, я свои внедряю. Нет, ну, короче, мы не договорились. И в 95-м на чемпионате мира меня приглашает генерал Чой Хун Хи на очную встречу. Основатель этого мирового тэквондо. Я прихожу, он говорит, Мирсаид, мне... А я только-только как раз прозвучал гимн Таджикистана, и Тимур Султанов стал чемпионом мира. И как бы меня поздравил, говорит, молодец, вот у тебя чемпион мира первый за историю существования. И, мол, ну вот вопрос, Ленцов говорит, что там ты какое-то таджикское тэквондо придумал, туда. А я взял, и я просто думал, он откажется, и сказал, хорошо, давайте приедете к нам и посмотрите своими глазами на это таджикское тэквондо. Вот это таджикское тэквондо позволило мне первому из всех стран подготовить чемпиона мира. Из тех, кто вот были из СНГ, мы это сделали. Он раз посмотрел, говорит, хорошее предложение, давайте поедем. И там с ним был еще заместитель, это Ленцов, он говорит, вот ты сам поедешь и на месте скажешь, что тебе не понравилось. Хорошо, хорошо. И мы договорились, на следующий год он приехал, а я как раз сказал, говорю, приезжайте, в июне месяце у нас здесь будет дипломы вручат. И вот первые дипломы, когда вручали, он приехал сюда, я показал, он в шоке был. Говорит, такого нигде не было. Момент, он про гражданскую войну знал? Он знал. Я когда сказал, у нас там это, он говорит, я генерал. Ты не забыл? Я говорю, нет. Поэтому для меня эта война, это ничто. Я пойду и посмотрю. Самолет летал раз в неделю. Он неделю был здесь. Он заложником оказался в ситуации, а с ним заложниками оказались все люди, которые приехали с ним со всего СНГ. И мы провели здесь этот семинар. Всем понравилось. Единственное, тогда у нас не было ни татами, ничего, на голом полу мы все это делали. Ну, условия такие были тогда. Спартанские. Да, спартанские. Тем не менее, потом он сел, сказал, давай тебе расскажи, что не понравилось. Он рассказал Ленцов, я объяснил почему, и он потом сказал, вот смотри, вот там стояла такая, типа кубка, он сказал, мы вот отсюда идем, а он отсюда, но он идет туда же. Поэтому не мешайте ему работать. Пусть он делает правильно. У него свое видение, мне понравилось, он уже доказал, он сделал чемпиона мира. Давайте не будем их трогать. И вот это вот требование ко всем федерациям иметь инструктора из Кореи на нас не распространялось с того времени. То есть нас сняли все обязательства, что мы должны пригласить кого-то сюда и работать под управлением корейского специалиста. И дальше это было уже таджикское тэквондо, которое в 96-м второго чемпиона мира, а в 97-м мы по-взрослому привезли. Это первый среди стран СНГ, первый это Шахоб Бахрамов, первым чемпионом мира стал. Не россиянин, не украинец, не прибалт, а вот наш, таджик. Говорят, что на первых стадиях развития тэквондо ИТФ и кикбоксинга в республике способствовало два фактора. Первое – это локация центра развития. И второе – то, что влиятельные люди, которые жили в округе, то есть в центре города, приводили своих детей к вам. Насколько это правда? Ну, частично правда. То, что локация, это да. В 94 году мы взяли вот это помещение, в котором вы были, да, спортзал, взяли в аренду у Министерства культуры. В 96-м нам удалось его выкупить. И вот с 96-го года, ну с 94-го мы сразу начали вкладываться в нее, потому что сразу дальним прицелом, что я его выкуплю. Я с открытым забралом начал туда вкладывать средства, свои, спонсорские. Очень много денег было затрачено на то, чтобы восстановить, потому что этот зал использовался некоторыми боевыми структурами, боевиками. И там даже полы были сожжены, костры прям на полу разжигали. Он весь черный в копоти был, там светильников практически не было, там окна были разбиты, все. Нам это все пришлось восстанавливать. И потом, там было 4 стены. Мы сделали трибуны, мы сделали балконы. Вот сейчас вы видели одно из приспособлений, показал. Этих очень много. У нас все функционально. Все вставляется, все снимается. Когда мы там соревнования проводим, там тренировочный процесс, это вот 50% успеха федерации
на международной арене, это наличие вот этой базы. Вот именно этой тренировочной базы. Нам не нужен зал, где можно соревнования проводить. Мы здесь можем проводить свои. Да, республику, мы ищем другие залы. Мы здесь провели еще, знаете, Азию и мир. Мы используем другие залы. Естественно, такие залы, такие мероприятия проводятся в других залах. Но для тренировочного процесса это самый оптимальный. Там еще второй зал, еще есть спецзал, есть кроссфайт, есть 4 зала мы используем для подготовки спортсменов. Ну, согласны, что зал не внутренняя часть, а внешняя. Она не презентабельна. Да, я согласен. Я в последнее время несколько раз выходил с инициативой дать мне гарантии, что нас не будут. Значит, последние 10 лет мы буквально каждый год слышим, что вот нас сегодня-завтра поднимут. И 10 лет мы сидим здесь, потому что убрать просто так центр и федерацию невозможно, потому что такая история великая. Потом есть определенные традиции. У нас 3-е поколение детей идет. 3-е поколение уже, понимаете? То есть это внуки моих учеников начинают ходить. Это же здорово. Поэтому и все привыкли. А самое главное еще, в районе Исмаил-Сулеймани больше нету спортсооружения детской направленности, общедоступное, какое у нас. Кстати, касательно истории и традиций. За вами висит и красуется флаг. Да. И это необычный флаг Республики Таджикистан. Про него очень много фильмов снималось, и Да. даже статей было. Это реально, это флаг обладает очень такой мощной магической силой. Я вам отвечаю. Он реально, этот первый флаг, который возник вообще на свете. Первый таджикский. Почему? Суверенного Таджикистана. Суверенного Таджикистана. Можете рассказать предысторию? Я-то слышал, но может для зрителей. Вот сразу после того, как было принято решение об изменении государственных знаков Республики Таджикистан, и на следующий день вышла газета, не помню, которую я взял, но там было цветное изображение этого флага. То есть там был вся черно-белая, а флаг именно в 3 цветах. Красный, белый, зеленый. Триколор. И все там было указано, и точные размеры, параметры, описание. И в этот день я получил факс, тогда не было имейлов, факс получил из Ташкента, что я должен срочно приехать в Ташкент для участия в совещании руководителей олимпийских комитетов, которые имеют намерение участвовать в азиатских играх в Хиросиме. Я был тогда генеральным секретарем Олимпийского комитета. Я обратился к Зибнису Рустаму, она была председателем комитета, я сказал, что мне делать? Она говорит, я не знаю, нету. Я взял газету и поехал. Поехал туда, приехал, говорю, вот так и так, японцам. Я говорю, вот нету. Вчера только приняли, вот сегодня я к вам приехал. Если, говорит, этого достаточно. Оставьте вот это все. Совещание провели, там все, нас отпустили. Вы не поверите, даже 5 дней не прошло. Мне позвонили, сказали, вам надо срочно приехать в Ташкент. Хорошо, не было ни виз, ни границ, ничего. Я сел на машину и опять за 12 часов я доехал. Тогда не было. Через перевал было, я через Россию ездил. Приехал туда, мне дают вот этот флаг. И говорят, мы изготовили сами флаг в Японии. Если он вас устраивает, вы сейчас здесь подпишите, что да, он устраивает. И мы его запустим, вам даже не надо будет его выпускать. Я говорю, послушайте, это государственный знак, да, я не могу взять на себя ответственность, я должен показать его стране. Говорит, у нас очень мало времени, вы должны это сделать быстро. Я сказал, окей, встал и тут же поехал обратно. Приехал, передали его в правительство господину Достиеву, он тогда принял, сказал, да, хорошо, посмотрим. Через 2 дня обратно вызвали и сказали, флаг не соответствует по цветам. Он очень красивый. И если бы мы раньше увидели, может быть, мы и приняли такой флаг, но у нас приняты другие цвета, и этот не подходит. И как раз первые флаги пришли с России по заказу. Там, не знаю, госзнак делал, где сделали, сделали. И нам дали этот флаг и сказали, вот этот отвезите. 2 флага я взял и поехал обратно. И этот тоже повез туда. Сдал его, сказал, видите, несоответствие чуть-чуть. Он 1000 раз извинился, японец, и так бросил его на пол небрежно. Эти 2 бережно взял, так и положил. Еще раз извинился.
Говорит, все, больше у нас к вам вопросов нет. Я говорю, хорошо. Начал уходить, потом посмотрел на него, мне жалко стало. Я говорю, а что вы будете с ним делать? Он говорит, выбросим. Я говорю, а можно я заберу как сувенир? Да, конечно, никаких проблем. Мне его отдали, я забрал, поехал в Душанбе. В этот момент пришло приглашение на участие опять в Ташкенте в первом чемпионате Азиатско-Тихоокеанского региона, где мы должны были выступать с командой. У меня хорошая команда, вот там фотографии есть как раз. Мы стоим вместе с генералом Чехунхи, он с нами фотографировался. И я обратился опять в спорткомитет, сказал, мне нужны 2 флага по положению. Один, который будет висеть в зале, второй, если вдруг мы будем удостоены какой-то медали, чтобы он поднялся на флагштоке. Мне дали 1 флаг, сказали, второго нет, в министерстве только 1 поступил пока. Еле-еле по одному по министерствам раздали, второй я не могу, попробовали позвонить, другие никто не дал. Я вспомнил, что у меня есть флаг дома, я его взял с собой. Мы поехали туда, первый флаг отдали, его повесили. Просто он одинаковый, стандартный, 1,5, там, вот какой размер есть. А этот он не стандартный, он большой. Я думаю, ну ничего, если носить куда, значит вытащим. И первая категория, которая разыгрывалась, это абсолютная была, и Рустам Зяев стал чемпионом. И первый гимн, и первый флаг, который поднялся, и мне подбегают, дайте флаг. Я говорю, это не стандартный, другого нету. И они вешают его больше тех в 1,5 раза, и первое место. И как бы и в тот момент как раз идея пришла, и ребята все говорят, такая-то фартовый флаг, надо его, короче, сделать талисманом. Вот с 93-го года он стал талисманом, и он, если посмотрите фотографии вот здесь, ни одного чемпионата нет куда, чтобы мы его не забирали. Однажды, когда мы ехали, не помню, куда это было, ли в Бельгию, или в Италию, и мы забыли этот флаг. Мы одного человека оставили в аэропорту, поменяли билет, он дождался следующего рейса, забрал и прилетел туда, потому что ребята отказывались напрочь выступать без этого флага. У нас существует такая традиция, называется посвящение в сборную. Особенно для молодых, это очень актуально. Ребята, которые впервые выезжают на чемпионаты мира по юниорам. Мы собираем их, рассказываем историю этого флага. После этого я объясняю, там в свое время было там 3 человека, потом 15, потом 30, сейчас мы говорим, 56 человек одевали этот флаг на плечи, когда поднимались на пьедестал почета. И он несет всю эту силу. Хотите ее впитать, обмотайтесь, посидите, впитайте в себя всю эту силу, и вы завтра обязательно выиграете. Этот флаг будет на ваших плечах, когда вы подниметесь на пьедестал. Они верят, и они делают это. И дети, которые выезжают первый раз за пределы Таджикистана, они выиграют турниры. Это вот нормальный тренер прекрасно знает, что такое прививка. Да? Вот говорят, опыт участия в международных турнирах, без которого нельзя. Это реально нельзя, потому что человек психологически не готов к стрессовому состоянию, особенно ребенок. Но когда вот это проходит, я вижу, что они по-другому себя чувствуют, они по-другому чувствуют, как бы эту силу они обретают, откуда она это происходит. И этот феномен срабатывает. Последний раз вот мы вывезли, то же самое провели эту, и у нас 3 чемпиона мира. Это вот в Минске было, вот буквально в декабре, под занавес. На Новый год мы сделали подарок. Теперь думаю, что у всех телезрителей, которые слушали нас все эти минуты, сложилось общее впечатление о том, что такое Федерация Таэквондо ИТФ, какая предыстория была. Теперь непосредственно перейдем к современным реалиям. Какие источники финансирования существуют у Таэквондо ИТФ и кикбоксинга? Начну с того, что с самого начала, когда я создавал эту федерацию, я был экономистом высокого уровня, я им сказал, да, какие должности я занимал. Поэтому я с самого начала поставил во главу угла идею хозрасчета и самофинансирования. Потому что я знал, что без финансов добиться какого-то результата практически невозможно. И даже в плане подготовки спортсменов, и то, что касается участия в соревнованиях. Нужны средства. Я сразу задался этой целью и обратился тогда в Верховный Совет. Председатель Верховного Совета был нынешний президент страны Эмомали Рахмон, многоуважаемый.
он тогда поддержал нашу инициативу. В письме излагалась следующая идея, что мы предлагаем на примере одной федерации спортивной провести эксперимент на предмет возможности перевода спортивной федерации на полный хозрасчет и самофинансирование. Идея понравилась, она была поддержана, и там 3 года мы просили. Льготный период. Льготный период, полное освобождение от налогов. Нам дали. Через 2,5 года его отменили, потому что МВФ уже потребовал, чтобы все привели в соответствие с законодательством. Его отменили, но мы уже встали на ноги. За 2,5 года мы встали на ноги, так что вот мы приобрели эту базу, мы научились работать, мы зарабатывали очень серьезные средства по тем временам. То есть вот в этот льготный период мы провели операцию, например, да, вернее компанию такую, я не знаю как назвать, мы сшили 1 миллион мешков для мелькомбината. Да, мелькомбинаты стояли, не было мешков. Мне подсказали идею. Говорит, найди материал, шей мешки, и ты будешь на коне. Мы пробежались, ничего не нашли, нашли суровье на текстиле ДПХПО, суровье не крашеное, вельветовое. Но я, так как был образование у меня, должность начальник отдела организации, организация торговли, это в том числе организация тары, движения тары. Я знал, как расчеты производятся по таре. Закупили небольшое количество этой ткани, сшили пробные мешки. Сшили где? И как? Шили у себя. У нас к тому времени уже был швейный цех такой небольшой здесь, который шил. Да, мы начали сразу с того, что мы начали кимоно шить для себя, чтобы дети не бегали и не мучились. В спорттоварах не было такого товара. Мы шили себе перчатки в то время. Мы шили на ноги футы, сами все это организовали. Я надомников нашел, сам крой делал, сам поролон находил, винилис кожу, этот капрон, попрон, все, и мы делали. Это тоже один из факторов, который техническое оснащение спортсменов было в то время. Вот худо-бедно, но это было, голыми кулаками нельзя было тренироваться. Понимаете? Мы эту проблему решили здесь. Но за счет мешков мы заработали в то время. Вот я взял 600 миллионов кредит, заработал 1 600 000 000. То есть я 1 миллиард заработал. В какой валюте? В рублях. К сожалению, после этого начался дефолт. Но мы сильнейший. Мы успели разместить часть денег, купили сантехнику. Все, кто продавал безнал, мы все, что можно было, мы все покупали. С Рашидзабада поехали, купили сантехнику, там были склады сантехники. И мы ванны, умывальники, писсуары, кафель, подвесные потолки, асбестцементные трубы, шифер, что только нет, цемент машинами, лишь бы чтобы у нас вот что-то было. Потом мы это все продавали и на вырученные деньги вывозили команду и проводили ремонт у себя на базе. То есть вот так строилось сначала самофинансирование, так скажем. Потом, когда мы это все, кстати, для реализации проекта по мешкам, я взял в аренду 50-летие, тогда был вот этот Гулистон фабрика. Да. Пришел туда, они стояли полностью, все в отпусках были, я попросил пригласить всех работников обратно, заключил с ними договор. Почему я взял в аренду? Потому что у меня были льготы, у них не было льгот. Я забрал в аренду, но это опять мое экономическое образование позволило мне решить эту формулу. Взял в аренду, пригласил этих портних, швей, и с ними заключил договора трудовые. И они работали, мы выполнили этот заказ, мы в течение 6 месяцев полностью закончили этот заказ, заработали очень серьезные деньги по тем временам. И вот сказал, дальше вот мы это. Ну, основные средства мы вложили в ткань. Белоземельная ткань, диагональ, из которой мы шили кимоно. И практически этой ткани хватило на 17 лет. Вот мы кимоно шили из этой ткани для своих вот нужд, скажем. А было время, когда я получил в Министерстве экономики, торговли и экономики, я получил лицензию на, вернее не лицензию, как называется, торгово-промышленная палата, да, разрешение на вывоз кимоно. И мы вывозили кимоно. Экспорт. Экспорт.
Это один контейнер вмещал 1000 кимоно по $10, это $10 000. В какие страны продавали? Россия, Узбекистан, основной Россия. И мы вырученные деньги мы тут же тратили на соревнования. Хотя могли тратить на другие вещи, на приобретение квартир, которые в то время $500-600 стоили. Серьезные квартиры в городе Душанбе. Понимаете? Хорошо. Первые деньги заработанные мы поняли. В общем, какие еще источники финансирования существуют у Федерации, помимо бюджетных средств? Смотрите, я создал, считаю, идеальную систему финансирования. Так я ее нежно называю Змей Горыныч. Это 3 головы. Первая – Душанбенский центр развития тэквондо. Это коммерческая структура ООО. Вторая – Национальная федерация тэквондо. И третья – это была школа, специализированная школа по тэквондо ИТФ, по неолимпийскому виду специализированная школа. Это по моей инициативе, по просьбе моей, обращение через комитет, президент страны подписал разрешение на создание этой школы за вот те успехи, которые мы уже к тому времени добились. Понимаете? То есть ежемесячная оплата тренирующихся в центре и в школе. Смотрите, то, что касается школы, естественно, эти люди там были элита. Вот те лучшие спортсмены, они получали поддержку от государства в виде средств, которые выделялись для командирования, в виде витаминизации, в виде обеспечения инвентарем. Это государственная школа. Она очень важную роль играла. То, что касается Национальной федерации, мы всю жизнь работали над проектами. Первый проект был, это профилактика наркомании в детской и молодежной среде. Нам выделяли очень серьезные средства для развития спортбазы. Мы построили 3 первые спортивные площадки в городе Душанбе, были построены в Национальной федерации тэквондо. На средства выделены, тогда называлась эта организация не ЮФИП, ЮМФИ, что-то такое тоже с профилактикой наркомании было связано. И мы работали с агентством тогда агентство по контролю за наркотиками. Рустам Урманович, по-моему, был председатель. Вот мы с ними очень плотно работали в этом направлении. Это тоже источник финансирования был для нас. Но самый главный источник — это Душанбенский центр развития тэквондо. Мы здесь занимались, у нас столярный цех работал. Мы делали мебель, мы делали двери, окна столярные здесь. И для себя полностью все свои нужды решали, и чуть-чуть на реализацию уходило. Потом центр занимался пошивом. Здесь 12 машинок стояло. Вот кимоно мы у себя шили. Постельное белье мы у себя шили. Мешки только мы шили на 50-летие. А так 12 машинок в 3 смены работали у меня. 3 смены. Это было до какого года? Это было где-то около 2000-го. А В 1998 году я получил паблиш-кредит в Мерси-корпусе и открыл на месте швейного цеха первый компьютерный курс, языковые. Просто по велению времени мы здесь. Кстати, вот эти компьютерные курсы, это самая сильная фишка. Это подтвердят все мои ученики, которые сегодня в том числе живут в Соединенных Штатах Америки, в России. Они все сейчас занимаются IT. А мы им здесь профориентацию дали. Они пришли, и по условиям паблиш-кредита я должен 300 детей обучить бесплатно. Я обучил 600, но это все были воспитанники Национальной федерации тэквондо. Сегодня пример. Сайфеддинов Далер, 7-кратный чемпион мира, живет в Америке, работает в системе Microsoft. Сайфеддинов Дильшод живет в Соединенных Штатах Америки, работает в системе Tesla. IT-технологиями занимается. Я хотел этот вопрос задать чуть позже, но он возник и созрел сейчас. Говорят, что, как вы сами отметили, часть ваших подопечных сейчас живут и работают в Америке. И ваш вклад в получение визы очень большой. Есть ли
правда в том, что посредством получения визы на соревнования в Америке ваши ученики уезжали и не возвращались обратно? Как можно легко просто уничтожить вид, который имеет такую историю? Вы находились определенное время под каким-то прессингом. Ну что, изгои? Еще существуют ли определенные конфликтные ситуации между федерацией и спорткомитетом? Мне кажется, там просто были личные отношения. Он хотел меня просто уничтожить. Слить. Уничтожить. Потом выключите камеру, я вам скажу, потом скажете, почему я... Вы поймете, почему я не могу это сказать.